На еженедельной планерке руководителя жилищно-коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций обсудили текущую работу. Руководство автодорожного округа озвучило вопрос ограничения электроэнергии со стороны Якутскэнерго в частном секторе по Покровскому тракту. В результате отключения питания на 4 и более часов в день прекращается теплоснабжение жилых домов с автономным газовым отоплением. И это происходит несколько раз в неделю. Администрацией города принимаются необходимые меры по защите прав и интересов горожан. По этому поводу руководством города Якутска направлено обращение в адрес Слоика, генерального директора Якутскэнерго, также направлено обращение в прокуратуру города Якутска для проведения проверки на предмет нарушения требований по поставке электрической энергии. Также я прошу ЕДС предоставить информацию о времени отключения данных микрорайонов, в том числе по пригородному, по Покровскому тракту. Информацию направить в управу автодорожного округа и управе автодорожного округа я прошу направить информацию в надзорный орган для принятия мер по существу. Еще один вопрос, по которому власти города обратились в прокуратуру на этой неделе, это обращение с твердыми бытовыми отходами региональным оператором Якутск-Экосети в районах, относящихся к неблагоустроенному жилому фонду. Региональный оператор прекратил с октября месяца вывозить мусор с обозначенных кварталов. В данное время вывозом занимается Жилкомсервис за счет собственных средств. Причиной отказа Якутск-Экосетей от выполнения обязанностей стало отсутствие мусорных контейнеров. Но и их наличие, точнее содержание и своевременная замена стали проблемой как для управляющих компаний, так и оператора. Согласно закону, ремонт и содержание контейнерных площадок, а значит и самих контейнеров, является обязанностью собственников. Они, в свою очередь, для этого нанимают управляющие компании. В целом же спорный вопрос, кто должен ремонтировать поврежденные баки, появляется вследствие ненадлежащего обращения с ними самими же собственниками. Такие моменты бывают, что баки рвутся, но зачастую рвутся по причине того, что население складывают туда недовольные коммунальные отходы, бывают жидкие сливают, в том числе и металл скидывают, и в том числе и рекультиватор от этого также страдает, поскольку у нас установка гидравлическая часто выходит из строя по причине того, что туда попадает элементарно наш разработанный металл. Так что здесь пусть управляющие компании тоже, управляющие организации тоже есть. Тем не менее, на сложных участках баки ремонтируют. То есть мы по умолчанию это делаем, когда управляющая компания к нам непосредственно обращается к нам. Ремонт у нас производится, мы его по СССРскому дому ремонтировали, и по жилстандарту ремонтировали, и многие другие, по солидарности тоже. Обращение поступает, но мы тем не менее нагрузку несем, не отказываемся по ремонту бака, потому что и покраску тоже мы осуществляем, замену в том числе. То есть здесь мы не отказываемся, надо просто как-то в рабочем порядке вопрос решать. Также на планерке было объявлено о том, что окружная администрация начинает формирование реестра управляющих компаний, готовых взять на срочное обслуживание дома-отказники, то есть те дома, которые остались без управляющих компаний по тем или иным причинам. В реестр будут включены компании, имеющие специальное разрешение. Татьяна Павлова, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. За отчетный период отловлено 144 безнадзорных животных, вывезено более 15 тысяч кубов жидких бытовых отходов. На городской полигон принято более 13 тысяч твердокоммунальных отходов. А экосети с вами пока не рассчитываются, да? Или... Нет, оплаты от экосетей нет, в наш адрес не поступало. Более того, очень остро стоит ситуация с вывозом ТКО из неблагоустроенного и частично благоустроенного фонда. По поручению руководства блока ЖКХ Романа Сергеевича Сардана Владимировны были составлены акты об указанных случаях, информация направлена. Насколько нам всем известно, сегодня завершились публичные слушания по внесению изменений в территориальную схему обращения с ТКО. И сегодня у нас существуют риски, что дома частично неблагоустроенные и неблагоустроенные будут из этой схемы исключены. Указанное свидетельствует о том, что нам сегодня нужно хорошо организоваться и подумать, как мы будем вывозить образуемые отходы из указанного сектора. Ну, в рамках тех поручений, которые я давал, вот, совместно с Департаментом экономики, вы подготовьте расчеты и объемы. Хорошо? Да. Там нужно будет посмотреть экономически обоснованные расходы на вывоз ТКО из неблагоустроенного фонда и фактически, что люди оплачивают.
Мгм. Из положительных моментов мы установили более 30 штук емкостей для сбора жидких бытовых отходов. Сегодня у нас в тяжелых кварталах, 17-й квартал, в отдельных районах еще города осуществляется сортировка отходов, да, на жидкие бытовые и твердые коммунальные. Пока сегодня вывозится все нашими силами. По схемам низкого давления нами подготовлено техническое задание, направлено в проектной организации для формирования начальной и максимальной цены контракта. В рамках во исполнения распоряжения главы города о передаче полномочий с управления образования нами в службе эксплуатации городского хозяйства организована рабочая группа. В рамках работы рабочей группы нами направлен запрос в адрес управления образования о предоставлении документов. Сейчас ждем вот этих документов. Также совместно с Департаментом инвестиций, управой строительного округа МАРХИ с инвестором обсуждены варианты строительства бань на территории города Якутск, городского округа города Якутск. Предварительно предложено 4 варианта размещения. Это в 4-м квартале, в Табаге и в Мархе. Проведите работу и подготовьте проект распоряжения о дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности в жилищном фонде. Нужно охватить, понятно, население, тем более декабрь, у нас праздники на носу. Детей надо охватить, чтобы они донесли эту информацию до родителей. Особенно работу надо тщательно провести там, где деревянный жилищный фонд у нас. Ну и подготовить предложение на период 2020-2021 года по продолжению работы по оснащению датчиками. На прошлой неделе было проведено ряд совещаний и встреч с жителями, связанных, к сожалению, с вопросами пожарной обстановки, даны соответствующие поручения. Все остальное в рабочем порядке. Так, у меня такая просьба, Роман Сергеевич, вместе с Сайсарской управой, промышленной и строительной, автодорожной по ТКО в неблагоустроенном фонде продолжить работу по фиксации, да, переполненности и работать с Росприроднадзором. Отработаем.